Во втором отделении сейчас прозвучат сочинения Валентины Сильвестрова и Александра Кнафеля. Оба этих композитора прекрасно знали Альфреда Гарича Шнитке, они поддерживали с ним товарищеские отношения, очень много профессиональных контактов у них было по жизни и обсуждений совместных там, сочинений, проектов и все. Поэтому как раз сопоставление этих мастеров с музыкой Альфреда Гарича Шнитке, оно выглядит для меня достаточно актуальным. Валентин Сильвестров и его фортепианное творчество, с которым я знаком очень давно. У него ранний этап был додекафонный, и в этом периоде были написаны замечательные совершенно 5 пьес для фортепиано, и такие вещи, как «Хорал» и последняя часть «Неоконченная сонатина». Совершенно замечательное сочинение, где экспериментирует и с додекафонными 12-тонными конструкциями, и с формой в целом. Ну, в общем, это на редкость живой человек с удивительно таким свежим музыкантским мышлением. Любой комментарий его всегда неожиданный. Он находит неожиданные слова, он находит неожиданные сравнения. То есть это для меня тот пример общения с музыкальной материей как таковой, который есть, мало у кого я встречал. Вот у таких больших мастеров, например, как Тигран Мансурян. Как он замечательно говорит о музыке, как он замечательно характеризует или иное явление. И вот Валентин Васильевич Сильвестров, он как раз относится к числу таких авторов, общение с которым очень много дает любому музыканту и исполнителю, заставляет немножко иначе смотреть на свою профессию и те, как сказать, законы и требования, которые предъявляются к исполнителю сегодня. И вот на меня большим событием было когда-то первый раз услышано исполнение сонаты номер 2 Алексеем Любимовым. Я должен сказать, что Любимов играл эту сонату. Я у него слышал несколько раз в течение многих лет, но первое исполнение на меня произвело ошеломляющее впечатление. Во-первых, потому что это необычайно красивый рояль. Сильвестров очень любит рояль, и это сразу заметно. И он чувствует, так сказать, эти возможности не только в экспрессии звукоизвлечения, но он чувствует возможности затухающего звука, послезвучия, возникновения каких-то гармонических структур на педали, возникновения фоновых структур как некой атмосферы, в которой существует то, что мы называем тематизмом или, так сказать, вот какие-то другие явления. Я очень захотел выучить эту сонату. Я получил копию рукописи второй сонаты. Я обнаружил, что в его первом варианте максимальный динамический уровень был меццо-форте. Все остальное было, так сказать, тише, тише и тише. Когда любой пианист увидит крешендо от 3 пиано к 2 пиано, или наоборот, диминуэндо еще легче себе представить, но крешендо от 3 до 2 не больше. Это каждый раз вызывает такое немножко, какое-то внутреннее зажатие, я бы сказал, напряжение, потому что ты понимаешь, что это реализовать и доказать, что это вот то самое, да практически невозможно. Я понимаю, что все это имеет относительное значение, это есть не только динамические, но еще эмоциональные характеристики и прочие, так сказать, моменты артистизма, которые закладывает в свой текст такой композитор, как Сильвестров. Потом в издании он немножечко расширил динамический диапазон, и там уже появилось кое-где форте, но я узнал, получив от него сборник вот с дарственной надписью, я узнал, что существует 3-я соната, которую Любимов не играл. Я решил заняться вот этим сочинением и с большим удовольствием выучил. 30 лет назад я его играл наизусть, но сейчас я уже немножко, так сказать, не рискую играть наизусть, тем более, что прошло столько времени, и, так сказать, дел много, и думаю, что здесь можно и сыграть по нотам без больших потерь. А что касается формы сонаты, там 3 части: прелюдия, фуга и постлюдия. Они идут друг с другом без перерыва. И вот у меня был с композитором такой разговор. Фуга очень своеобразна. Когда
люди пытаются обнаружить, вот фуга пошла. Они имеют в виду что-то динамичное, во-первых, во-вторых, ясно очерченное, чтобы это была тема. Она у него продолжается, тема, на моем представлении где-то около 1,5 страниц. В таком спокойном расположении она длится где-то страницы 1,5. Я у него спросил, вот скажите, пожалуйста, где заканчивается тема фуги? Он говорит, да какая разница, фуга, не фуга, играйте музыку. На том дело кончилось. Но все-таки я в этом разбирался достаточно подробно, и, в общем, как-то и разобрался и в этой фуге. И когда увидел, с каким, ну, я не знаю, как бы это сказать, с каким удивительным мастерством он пишет вторую половину этой фуги, так сказать, быструю достаточно музыку, в которой тема намеками, бликами поступает в фактуре. И вот все, что касается совмещения стилей, какой-то свободы, вы увидите здесь и неповторяемость. Здесь, собственно говоря, додекафона как 12-тонновой системы нет. Но, конечно, о тональности, в общем, тоже говорить не приходится. У него есть тональные комплексы, которые возникают скорее как тембровые образования, а не как гармонические. Гармонических связей как таковых здесь нет. Возникает время такой ритурнель как бы из XIX века. И вот этот ритурнель говорит, что вот это все, а вот это в музыке было. То есть какая-то аналогия к прошлому. Это, я бы не назвал это полистилистикой. Это не полистилистика, он не демонстрирует. То, что он демонстрирует, скажем, в таком сочинении, как «Кич-музыка», которую я тоже играл с большим удовольствием, потому что представить себе ситуацию, когда ты не играешь в зал музыку, а наигрываешь. И замечательная в этом отношении артистическую характеристику когда-то сказал Александр Кнафи. Ты понимаешь, вот ты привык, значит, воздействовать на зал каким-то, артистический императив у тебя, а ты, говорит, сразу сдайся. И вот тут она пойдет навстречу. То есть зал как бы не в зал, а ты начинаешь зал вытягивать как бы на себя, заставляешь вслушиваться, заставляешь вот это вот слушательское интерес, слушательское напряжение, внимание, оно достигается другими средствами. И вот как Сильвестров пишет о том, как он начинал заниматься музыкой. Я играл Шопена, мне хотелось, я играл его очень медленно, мне хотелось наслаждаться тем, что происходит. И я убежден был, что это настоящий темп. Когда я Скерца в таком темпе играл какому-то профессору консерватории, он не мог дослушать до конца, потому что так сказать, в таком виде это было невозможно. А когда я играю третью сонату Сильвестра, мне тоже хочется играть спокойнее и спокойнее, хочется вслушиваться в то, что написал этот человек для рояля, а это редко кто такую красивую музыку для красивого инструмента пишет. Так, Сильвестр, соната номер 3. Вот этот прибор, он в данном случае не имеет отношения к Сильвестру, чтобы не делать лишних перестановок, магнитофон будет задействован в следующем сочинении, так что, чтобы не ждали, что что-то тут должно сработать. В этом это сочинение для одного.
Насколько мне позволяет инструмент, я пытался вот, воплотить свои представления о звучании звукового мира Валентина Сильвестрова. Сейчас прозвучат два сочинения Александра Кнафеля. Сначала будет исполнена пьеса, которая называется «Шрамы марша». То есть это четырехчастная композиция для фортепиано и магнитолы. Композитор предложил когда-то первоначальную версию этого сочинения для большого оркестра. И вот композитор мне предложил сделать версию для фортепиано и магнитолы, то есть сыграть это с фонограммой, что сейчас и будет исполнено. Я эту работу сделал. Первый раз я играл где-то в году 83-84, то есть ну вот, сравнительно давно. И мне довелось ее играть несколько раз, записать на диск. Это для меня вот сочинение, которое демонстрирует ну, такую как бы маску тоталитаризма и всего того ощущения вот страха той ситуации, ну и определенного вот напряжения ситуации, которую довелось пережить и ему, и я еще застал. Слава Богу, что многие из вас родились позже. Но, тем не менее, это опыт Кнафеля, работы в кино, работы в драматическом театре, он сказался, вот, с моей точки зрения, и на этой пьесе. И как «Шрамы марша», если посмотреть, прочесть это название сзаду наперед, то это практически то же самое. То есть это показ обратимости ситуации. И фонограмма кончается на третьей части. На третьей части и последняя часть является собой такое спокойное созерцание и размышление как бы известный, так сказать, результат. Может быть, можно сказать, что состояние некоторой опустошенности внутренней после пережитого или обозначенного, там, это можно рассуждать по-разному, но это спокойная, сосредоточенная музыка. Авторский замысел заключается в том, организации формы, что все части идут в одном темпе. То есть длительности разные, но они все кратные. И в этом есть вот какой-то авторский, ну, специальный, что ли, конструктивный замысел. Вот такая четырехчастная композиция называется «Шрамы марш». Я хочу сказать, что первоначально это вот именно было задумано для бытового магнитофона. Вот и должна быть открыта антенна, ощущение, что звуки идут из мира. Ну, как бы включенный вот этот самый, и звуки из мира идут, и тут еще какая-то музыка добавляется. Так что вы это все услышите.
из современных форм фортепианного исполнительства. Сейчас я сыграю другое сочинение Александра Кнайфеля. Это сочинение называется «Сие дитя» и написано на текст православной молитвы. Дело в том, что все последние сочинения Кнайфеля так или иначе ориентированы на духовные тексты. Это не просто сюжет и не просто, так сказать, образ, это буквально подтекстовка. То есть под каждой нотой стоит слог. Это может быть стихотворение Пушкина, это может быть стихотворение Тютчева, как в его сочинении «Строфы Тютчева» для фортепиано и струнного квартета. Итак, вот в этой молитве я прочитаю текст этой молитвы, которую сейчас я буду произносить на рояле. «Праведен Господь во всех путях своих, и благ во всех делах своих. Воспевайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя». Этот текст является подтекстовкой этого сочинения. Тут образ этой молитвы как бы оформлен пятинотным созвучием, которое дается в разном расположении, такое колокольного, расщепленное звучание колокол. Все остальное – это, так сказать, вот фортепианное произнесение текста. Это сочинение как бы для меня утверждает некую концепцию всей программы, как, так сказать, демонстрацию духовного содержания в фортепианной музыке российских композиторов второй половины XX века.
Большое спасибо всем присутствующим за внимание. Я очень рад был в Якутске показать эту музыку, которая мне очень близка. И надеюсь, что что-то от этого, так сказать, останется в вашем воображении, в вашей памяти музыкантской и пианистической. Спасибо.